В эфире интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у нас гости из Чеченского госуниверситета имени Героя России Ахмата Хачу Кадырова, Иман Масаева и Самира Байтазиева. Наши лучшие. Самир, а почему вы выбрали направление туризм? В целом решающим фактором стало то, что перед поступлением я читала книгу Абузара Айдамирова «Долгие ночи». Мне было интересно все, что связано с историей, а сфера туризма в нашей республике тесно сопряжена с историей. Вот я и решила совместить сферу путешествий и истории. Мне туризм был интересен с самого детства, и в нашей республике это одна из динамично развивающихся сфер, и мне кажется, в дальнейшем я свяжу свою жизнь именно с туризмом. Вот какой-то самый объект, что ли, исторический, который вам больше всего нравится, который привлекает? Ну, наверное, это прозвучит банально, но Кезиной-Ам. Кезиной-Ам. Угу. Самира, вам? Барский дом. Барский дом. Прекрасно. Про барский дом Кезиной-Ам сегодня вопросов не будет, но будут другие вопросы на самые разные темы. И если вы готовы, давайте мы начнем. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальные для вас 2 подсказки. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? 50 на 50 и Самир. Нет, ты выбери. Наверное, звонок другу. Звонок другу. Вот так, смело. У нас нет друзей. И первый вопрос звучит так. Что находилось в центре помещения жилых башен? Алтарь, кровать, каменный очаг, молитвенный коврик. Я не думаю, что кровать и молитвенный коврик тоже нет. Понятие алтарь у нас как-то не применялось, но если логически подумать, то каменный очаг. Да. В центре помещения жилой башни располагался каменный очаг. Он состоял из круглой каменной плиты, обложенной камнями. Котел устанавливался на металлический треножник. Дым выходил через окна. В этом месте семья готовила и принимала пищу, отдыхала. Вместо очага и надыжачная цепь, которая висела над ним, были священными для чеченцев. Второй вопрос. Для чего предназначался самый верхний этаж жилой башни? Для гостей, в качестве смотровой площадки, для астрономической обсерватории, для содержания скота? Так, я знаю, что самый нижний – это для содержания скота. В качестве смотровой площадки, не знаю. Или же вот про астрономическую обсерваторию в качестве такого примера была только Хойская башня, насколько мне известно. Если говорить в целом, либо смотровая площадка по логике должна быть в боевой башне. Угу. Значит, для гостей? Ну, для гостей был отдельный этаж, куда обычно члены семьи не заходили, так что либо А, либо Б. Давай А. Давай. Ответ А. Угу. На последнем этаже спали гости. Абсолютно верный ответ. Хранился инвентарь и продукты. Этаж использовался и в военных целях в случае нападения. Третий вопрос. Что символизирует кольцо чеченского национального орнамента на гербе нашей республики? Вечность, духовность, историческое наследие, богатство. Вот историческое наследие символизирует кольцо с национальным орнаментом. Значит, вечность. Машка. Давай. А. В основу композиции герба легло образное стилизованное решение, соответствующее национальному менталитету и месту чеченского народа в современном мире. В гербе Чеченской республики используется, среди прочего, кольцо чеченского национального орнамента. Это символ вечности. Абсолютно верный ответ. Четвертый вопрос. Каков архитектурный стиль Грозненского старинного замка? Романский с элементами готики, барокко, рококо, классический с элементами Ренессанса. Тут надо подумать. Машка. Почему-то мне кажется барокко, я не знаю. Барокко это что-то слишком роскошное. Это такое... Помпезное. Нужно вспомнить именно чеченскую мебель. Чеченская барокко. Да. Так, либо А, либо Д. Романский с элементами готики. Может, первое? Да, я не думаю, что можно назвать классическим.
Ну, тогда Да. давайте А. Да, Ответ давайте. А. Здание Грозненского нефтяного научно-исследовательского института построено в Грозном в 1920-е годы. В архитектуре Грозненского старинного замка имеются элементы средневековья, нечто среднее между романским стилем и готической архитектурой. Абсолютно верный ответ. Зубчатые массивные стены и внешний вид здания ближе к романскому стилю архитектуры, конические своды арок, проемов дверей и окон, элементы готики. Пятый вопрос. В каком году в Грозном построили первую мечеть? В 1864, в 1908, 917 и 1957 году? Такс. Ну, именно в Грозном, я не знаю, если честно. Как думаешь? Так, ну тут надо подумать. А позвонить вы кому хотели? А Машка, кому ты хотела позвонить? Кому мы можем из знакомых позвонить, которые Знакомые знал? историки. Я не знаю. Так, давай логически думать. Это точно не 57-й. Мгм. И не 17-й. Или Почему А, не 17-й? ну, либо А, либо Б. Так, свобода. 17 целых. Такс. Так, а 50 на 50. Подсказка. Можно воспользоваться? Да. Давайте. Видите два неверных варианта ответов. И у вас остается Б и Д. Угу. Б и Д. Так, Самир, я доверюсь твоему выбору. свободы не надо. Ну, скорее всего, это был 1908, поскольку, ну, если руководствоваться тем, что в 57-м чеченцы только вернулись из высылки, то Да, скорее всего, 908. 908. окей. Хотя Грозный с самого своего основания в 1818 году имел немало исламское население, долго мечети в городе из-за негласного запрета царской власти не было. Первая мечеть Грозненская построена лишь в 1908 году муллой азербайджанского происхождения Али Гусейновым. Абсолютно верный ответ. Воздвигли святыню в персидском стиле полностью за счет пожертвований мусульманской уммы региона. Первая Грозненская мечеть находилась в центре города на правом берегу реки Сунжа. Однако простоять первой Грозненской мечети было суждено совсем недолго. А в начале 30-х годов в рамках антирелигиозного гонения мечеть была разрушена. После этого при СССР мечети в Грозном не было долгое время, вплоть до самых 1990-х годов. Шестой вопрос. Какого озера нет в Чеченской республике? Генеральское, Безиной-Ам, Галанчожское, Акёль. Так, с Безиной точно есть. Генеральская в Наурском районе, ну, Галанчожская. А Машка, ты должна знать. Да, Тогда Безиной. Есть такое озеро? есть, а Кёль нету. Д. Д. Иман, вы согласны? Да. Акёль, озеро в столице Дагестана, городе Махачкале. Абсолютно верный ответ. На территории Шатойского лесничества расположился созвучный собрат Безиной-Ама, Безиной-Ам. Озеро Генеральское находится в Наурском муниципалитете, как вы говорили, Самира, и Галанчожское находится в Галанчоже. Седьмой вопрос. Какой чеченский актер сыграл в фильме «Горянка»? Альвединиев, Дагун Амаев, Муса Дудаев, Ахьят Гайтукаев. Так, С актерами вообще все плохо. У тебя вообще предположение есть? ну, вообще нету. Ну, тут мы по-любому ошибемся. Рандомно выбрать. Давай. Муса Дудаев. Ответ С. Да. Да.
«Горянка» — советский художественный фильм, основанный на сюжете поэмы Расула Гамзатова «Горянка» о дагестанской девушке, бросившей вызов традиционным устоям и отказавшейся выйти замуж за нелюбимого человека. Роль Аббаса, друга главного героя, сыграл чеченский актер Муса Дудаев. Абсолютно верный ответ. 8 вопрос. Кто является разработчиком конногорной артиллерии Имамата? Талхик Шаринский, Эскир Хулхулинский, Джавадхан Даргоевский, Юсуф Хаджи Сафаров. Ну, насколько я знаю, Талхик Шалинский, он является разработчиком некоторых тактик. Я об этом читала, и у меня просто один вариант — это А. Тогда А. Талхик Шалинский, также известен как Талгик Бациев, был одаренным полководцем, один из первых организаторов и создателей нового рода войск в Имамате — артиллерии. Абсолютно верный ответ. Его артиллерия была практически неуловима. Дав несколько выстрелов из орудия, она быстро передвигалась на лошадиной упряжке в другое место. Так повторялась периодически, и подобная тактика чеченцев и получила название русских «кочующие батареи». И 9 вопрос. Кто является автором повести «Огненная гора»? Зиаудин Абдулаев, Саид Бадуев, Магомед Салах Дадаев, Муса Гишаев. У Машка есть вариант. Нет. Так, у нас только одна подсказка, да? Угу. И звонить нам некому. Кому позвонить тогда? Примерно. Может, Липе и Сане? Так, что Давай. давайте Б. Ты же не читала. Да. Но что-то мне подсказывает, что это Саид Бадуев. Сами ты что думаешь? Ну, давайте Б. Давайте Б. Процесс развития жанра в творчестве Саида Бадуева был настолько стремительный, что в конце 20-х, начале 30-х годов писатель написал 5 крупных произведений. Это «Голод», «Огненная гора», «Бешта» и другие. Абсолютно верный ответ, в которых в полной мере отразилось его идейно-художественное изыскание. Запечатлены внутренние сдвиги в характере и мировоззрения горца, жившего на рубеже 2 эпох. Естественно, что в основе его повести лежат социально-классовые конфликты своего времени и сопряженные с ними эпизоды духовной жизни человека. И 10 вопрос звучит так. Сколько городов в Чеченской республике? 5, 7, 9, 11. Далеко не 5 и не 9, 11. 11. 11. Да. Можете перечислить? Грозный, Шалей. Не нужно. Чеченская республика включает 11 городов, среди которых выделяются 3 города республиканского значения и 8 городов в составе районов. Самира, Иман, я вас поздравляю, вы абсолютные победители. Небольшие подарки от нашей телерадиокомпании. Белорецка, по правде говоря, я очень переживала, потому что это такой первый опыт на телевидении. Именно эта программа, это первое участие, и все было очень интересно, и мне понравилось. В целом передача была очень интересной. Спасибо за такую возможность, спасибо за возможность участвовать. Самира, Иман, спасибо, что приняли приглашение, пришли. Горд, что вы выиграли. Спасибо за эту интересную игру. Дала очень дал тебя. Мы серия. Это была интеллектуально-познавательная игра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев, Ади Кёйл, Машвайл.